30 ноября 2021 года мы были на приеме у первого заместителя генерального прокурора Кыргызской республики касательно факта того, что несовершеннолетнего убили в клубе в одном из города Бишкек. И по данному факту вот эти владельцы, администрация, владельцы данного клуба никакой ответственности не получили. Хотя они не обеспечили должную безопасность, продавали алкоголь несовершеннолетним, ничего не проверяли и так далее. Вот это дело, уголовное дело, уже длится более 3 лет. Об этом я, кстати говоря, делал пост. Тогда я говорил в данном посте, что первый заместитель генерального прокурора дал 10 дней. В течение 10 дней, чтобы вот эти органы вынесли решение. Прошло 3 месяца. Абсолютно ничего не произошло. Была создана следственная группа, были вот эти письма, что все под контролем, все сделаем и так далее. Но, к сожалению, кроме того, что была создана следственная группа, ничего действенного не произошло. Более того, сегодня мы были на приеме у генерального прокурора Кыргызской республики, у самого генерального прокурора. И там мы как раз-таки узнали не от самого следователя, не от прокуроров районных, которые надзирают над вот этими же районными следователями, а здесь, в Генеральной прокуратуре, о том, что уже полмесяца назад дело прекратили. Понимаете? Вот как работает у нас правоохранительная система. Мы даже не знали, что дело прекратили. 3 месяца нам говорили, что проводится какая-то там экспертиза. Не было, оказывается, никакой экспертизы. Когда мы хотели ознакомиться с материалами дела, нам говорили, что все время то материалы дела в прокуратуре, то еще где-то, то еще что-то, там какие-то отмазки, то заболел, то еще что-то. Оказывается, ничего не было, и дело давно прекратили, нас даже об этом не известили. Здесь же они говорят, сегодня, после того, как принял сам генеральный прокурор, дал поручение, сказал нехорошие слова в адрес ниже поставленных лиц. После этого мы были у одного человека, который курирует конкретно линию МВД. Этот человек начал говорить то, что там нету состава преступления, якобы с городской прокуратуры им так говорят. И по какой вообще статье мы хотим его привлечь? Ну, извините меня, если они сами не знают, то сама если генеральная прокуратура об этом не знает, по какой статье. Тогда что делать вообще с самим районным следователем? Тогда я понимаю вот этих районных следователей. Если городская прокуратура не знает, как делать свою работу, если генеральная прокуратура не знает, ссылаясь, что якобы дел много, по какой статье вы хотите, тогда районным следователям вообще можно смело сидеть и ничего не делать. Да? Тогда я их понимаю. Раньше я еще их ругал, то что там в основном сидят бездельники, которые не знают свое дело. Сейчас я понимаю тогда их. Если там сверху такие люди, тогда им можно смело гулять, закрыть дверь за полчаса до обеда, а когда приходишь, звонишь, говорить то, что у них санкция, там еще что-то, хотя там они сидят внутри в своем кабинете, закрыв двери. Я не знаю, что теперь. Что делать дальше. Если сама генеральная прокуратура не знает, что делать, то не то чтобы адвокатам, а простым людям тогда уж совсем нету никакой защиты. Есть вседозволенность, а наказания нету. Так и живем. Хотелось бы отметить еще один момент. Вот дело они сейчас прекратили, спустя вот 3,5 года. Почему вот эти лица, которые следователи, прокуроры надзирающие, городские, из генеральной даже, 3,5 года они ничего не делали. Отписывали. Там якобы проводили 5-й допрос на одного человека, которого смысла нет уже его обратно передопрашивать. Одно и то же он скажет. Но они все время тянули вот эти 3,5 года. Сейчас говорят то, что у них дел много, и дело уже за отсутствием состава преступления нужно прекращать. Так почему вот 3 года сами вот эти же люди, которые сегодня признали то, что якобы нету состава преступления, до этого сами же говорили, что состав есть.
Почему вот эти лица, которые 3 года просто давали надежду потерпевшей стороне, не несут никакой ответственности? Следователи максимум сейчас что? Дисциплинарное взыскание, это выговор. Что им дает этот выговор? Максимум там какой-то зарплата и убирает что-то там, и премию не дает, и все. Как человек бездельничал, делал неправильные действия, он так и бездействует. А никакой вот этих, грубо говоря, действенных наказаний нету. Прокурорам тем более. Сейчас козел отпущения это следователи. Если что, дают выговор им и все. А почему прокуроры не несут ответственность никакую? Вот 3,5 года тянули. Никто не даст ответа. Сейчас скажут, что на тот момент, может быть, курировал другой человек, и он сейчас уже не работает, либо в другом районе, и все. Это не есть хорошо, друзья. Я считаю, это неправильно. Если они не хотят дополнительную работу, нужно делать в свое время. В свое время, если бы они допросили вот человека, вот этого хозяина клуба, они не могли допросить 3 года. Представляете? 3 года никто не мог его даже принудительно привести на допрос. Это не есть хорошо, друзья. И я считаю, не только Генеральная прокуратура, вообще все вот эти правоохранительные органы, тем более прокуратура, которая надзирает над ними, контролирует, правильно ли они делают. Они в первую очередь должны хорошо работать, правильно выполнять свою работу. Я считаю, может быть и не все, но в основном они неправильно выполняют свою работу, занимаются фикцией, извините меня, просто для вида. Я надеюсь, после сегодняшнего приема генерального прокурора что-либо изменится. Вот первый зам генерального прокурора, к сожалению, его поручения были пустыми, никто из них ничего не выполнил. Сегодня были у генерального прокурора, посмотрим. Если и генеральный прокурор, то есть его поручения окажутся бездейственными, тогда уже не знаю, куда дальше идти стране и нам, простым гражданам.